Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Добро пожаловать. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли. С радостью служить вам. Пожалуйста, старайтесь из этой рубрики, из этих ответов брать для себя что-то полезное. Рекомендуйте наши рубрики своим знакомым, друзьям. Пожалуйста, ставьте лайк, если это вам понравится или хоть какой-то малейший польза принесло вам. Ассаламу алейкум, уважаемый Сайд Мурод. Мое имя Даурен, я из города Павлодар, это Республика Казахстан. Я предприниматель. Произвожу котлы длительного горения. Занимаюсь этим 1,5 года. До этого занимался много чем другим. Котлы нашего типа очень востребованы в нашем регионе, и заказы идут неплохие. Но пока дохода от этих заказов хватает, чтобы покрывать необходимые расходы. Но я знаю, что по истечении нескольких лет, иншаллах, наш доход увеличится намного больше. Вопрос такой, стоит ли мне найти инвестора, чтобы изготовить готовые продукции и выставить их в магазинах нашего города и соседних городов, чтобы заказов стало гораздо больше? Так я думаю, наш доход увеличится гораздо быстрее, и мы сможем увеличить наше производство и сможем открыть рабочие места для людей с хорошими зарплатой. Или потихоньку откладывать деньги и постепенно год за годом расти. Как мне поступить? Дорогой мой Даурен, для вас самый лучший способ, используйте интернет-магазин, используйте, потому что, чтобы в интернете продажи организовать, вам необходимости нету, чтобы вы, скажем, котли делали, потом продавали. Там достаточно картинку поставить и продавать. Поэтому используйте это. Найдите агента в разных городах и так далее. Дайте ему вот это фотографии ваши и по планшете, чтобы у них было телефон или планшете, чтобы ваши агенты показывали, продавали и так далее. Но в обязательном порядке у вас, не знаю, ассортимент котлов много или немного. Если они у вас немного, только образцы делайте. Образец должно быть в тех городах, которые вы хотите распространять, например, Экибастузы или там где-то еще город Семей, или что-то рядом районы, которые есть и так далее, Ускамене или там Зряновский и так далее. Вот это ряд, который у вас есть рядом, все районы, села, кишлаки, которые есть, вы должны поставить по одной образцы. Вам не надо все. Просто образец поставьте, чтобы эти вещи люди видели, как это выглядит, они потрогали. Просто наш народ порой очень хочет, чтобы это видеть. Если вы образцы везде поставите, агенты нанимаете, наладите, дело у вас хорошо пойдет. И дайте агентам нормальные комиссионные, и все они будут продавать. И они будут продавать, заказы берете, вы сделаете, отправляете. То есть, когда вы по заказу будете работать, особенно первый год работаете по заказу, тогда у вас риска не будет. У вас не будет риска, то есть, чтобы заморозиться или издержки не будет, тогда вам, может быть, и инвестор не нужен будет. Но если вы по заказу научитесь работать, эта модель работает. Это самый лучший вариант для вас. Если вы это не умеете делать, вы инвестора привлекаете, делаете, потом отвезете, поставите в точках во всех местах, магазин откроете. Соответственно, расходы увеличиваются, издержки увеличиваются. Можете ли продавать или нет, это тоже вопрос остается. Но инвестору придется все равно вернуть деньги и так далее. Поэтому мой совет к вам: меньшими рисками, меньшими проблемами лучше начинайте работать на заказ, как я вам только что объяснил. Салам алейкум, Сайд Мурод Давлатов. Меня зовут Равшан, я из Таджикистана, город Курган-Тюбе. Мне 21. Я уже 1,5 года в Москве. Я решил открыть виртуальную торговую площадку, чтобы помочь оптовикам и магазинам продать их товары по всему миру. Этот проект будет похож на Alibaba или Amazon. Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу этого проекта. Я знаю, что у меня крупные конкуренты, но я не боюсь, я люблю решить проблемы. Мой вопрос: как вы думаете про эту нишу? Нужны ли мне инвесторы? Я сам разбираюсь в этом, уже начал создавать эту виртуальную площадку. Я читал вашу книгу, и деньги много очень понравились. Я очень буду рад, если вы ответите на мой вопрос. Спасибо вам большое, с уважением, Равшан. Равшан, дорогой, эта идея сама, видите, сама по себе, такие площадки уже есть в России, вот это Вельброс и другие и так далее. Возможно, вы можете это раскрутить, но без инвестора вы не обойдетесь, это точно. Это точно не обойдетесь. Но, возможно, вы это можете делать в том более свободном рынке. Например, Amazon это делал в Америке, Alibaba это делал в Китае, если вы внимательно посмотрите. Вальбрес и так далее они делали в России. Вельбрес впереди, за него еще идет Озон и так далее, да? Вот, еще какой-то есть, по-моему, там 2 или 3 есть там. Но сами впереди, по-моему, Вальбрес или Озон, один из них, в общем. И почему бы вам не делать те регионы, где это более свободные?
Если вы хотите это делать, так. Но те территории, которые в этих направлениях, скажем, в России или где-то делают, это очень вам долго будут, это время уйдет и так далее. Поэтому делайте там, где более свободный рынок. Но без инвестиций вы не обойдетесь, это однозначно. Меня зовут Мишаэль, мне 42 года, живу в Израиле. Уже 24 года. Жена, 10 детей. Работаю сапожником, почти один, потому что жена с маленькими детьми дома. Увидел вас буквально 2 дня назад на просторах Ютуба и сразу полюбил. Спасибо, Мишель, дорогой, большое спасибо. В Израиле нелегко даже тем, у кого один ребенок. Но Всевышний помогает, слава Богу. Недавно видели дочь замуж. Все, что зарабатываю, уходит на жизнь, естественно, не хватает. Постоянно в минусах и в кредитах. Помолвка, свадьба. Помогли дочке и зятю, купили электротовары. Естественно, на платежи. Вопрос. Можно ли в моем случае как-то выйти с этого положения, если ничего лишнего я не покупаю? Веду доход, расход, еда, бензин, комуслуги и все, что нужно такой семье. С уважением, Мишель. Дорогой Мишель, дорогой, сделайте так. Конечно, можно. Тем более у вас 10 детей. Это 10 детей, это целая команда. Среди них обязательно есть талантливые ребята. Обязательно есть, поверьте моим словам, обязательно есть талантливые. Просто посмотрите каждый из них, в чем он силен. Или посмотрите вы сами, например, в чем вы силен. Если вы сапожником работаете и так далее. Но плохо, что вы сам один это делаете. Почему бы вам не расширять это, не создать нормальный этот, скажем, бутик, чтобы еще 2-3 человека были с вами? Смотрите, Мишель, дорогой, сделайте так. Пожалуйста, сначала то, что вы с сапожником работаете, делаете, из этого постепенно превращайте в бизнес. Потому что сапожником работать, или там как похоже, это как ручные делия и так далее. То есть получается это ремесло, да, получается. Очень мало денег будут у вас. Если из этого вы превращаете в бизнес, дело пойдет нормально. Потихонечку попробуйте в это направление фокусируя. Я смотрю, вы учет-контроль ведете. Я смотрю, вы очень, скажем, у вас очень хорошая семья. Вы говорите, что не нужно не тратить и так далее. Если вы будете в это направление потихонечку двигаться, и даже когда дети растут и так далее, если кто-то из них где-то будет подрабатывать, зарабатывать, тоже если деньги будете вкладывать в это направление, потихонечку превращайте либо небольшого цеха, обувной цеха, либо магазин обуви, либо что-то такое. В этом сторону. Все делайте вокруг обувь. Раз вы сапожник, вот ваш успех рядом с этим. Или делайте ручные обувь, или заказные обувь и так далее. В этом направлении двигайтесь. Вы однозначно подниметесь. Просто до этого момента, как специалист, вы мыслили. Теперь вам надо мыслить как бизнесмен. И это произойдет. Я уверен, что однажды вы скажете спасибо. Этот день наступит. Поверьте, это так. Добрый день, уважаемый наставник. Я вам дважды задавал вопрос и 2 раза последовала вашему совету, и результат был отличным. Спасибо за советы. Мой очередной вопрос. У меня есть действующий цех без раскроенного стола. Это швейный цех, наверное, да? Сейчас работаю как на дом. Работает 5 человек. Доход от 10 до 20 тысяч сом в месяц. Сама работаю индивидуально на заказ, и я хочу развиваться как модельер. Мы строим доп. Помещение для раскроения стола, и у меня вопрос. Что делать? Можно ли цех сдать в аренду, а сама развивать себя как индивидуум, как дизайнер? Или работать с заказчиком на массовку? Какой путь выбрать? Не знаю. Думаю, помогите, пожалуйста, подскажите, что делать? Выбрать свою мечту или высокий доход? Дорогая моя, делайте так. Если у вас хорошо получается, вы делаете хорошие дизайны, красивые, индивидуальные пошивы и так далее, тогда работайте на это направление по заказу и так далее. Когда по заказу делаете, соответственно, у вас доход, маржа высокий, но продажа меньше, но маржа высокий. Поэтому вам надо делать чуть-чуть маркетинг, посмотреть в маркетинге 2 вещи, анализ делать. Посмотреть внешний рынок какой, конкуренция где больше. Конкуренция у вас больше, когда вы делаете для высшего класса, то есть по заказу делаете, или конкуренция высокая, когда массовые счете и так далее для ниже среднего класса. Поэтому это внешний анализ. А потом посмотреть на себя, что у вас очень хорошо получается. Вы хорошо умеете делать, которые как индивидуальный заказ делаете, индивидуальные платья, красивее, лучше, или вы для массовка любите это делать. Поэтому
оба должно совпадать. Внешний и внутренний должно совпадать. Вот мой совет. Если вы хорошо умеете делать красивые платья, красивый дизайнер и так далее, хорошо станьте модельером, пожалуйста, делайте фокусируйтесь на богатых людей и делайте для них, или в средний класс, или выше средний класс. Да, там количество меньше, но тоже нормально деньги, но для души будут у вас, зато будут лучше, качественнее и так далее. Возможно, это на большой поток ставить не можете, но, по крайней мере, будут нормально и достаточно деньги, и уважение, и окружение, и среда и так далее. И имя будут и так далее. А если, скажем, что не так у вас очень хорошо получится, тогда делайте красивый более дизайн для массового народа. Откройте цех, то, что вы говорите, до помещения строите, сделайте этот цех, запускайте массовое производство и старайтесь, чтобы цех работал постоянно. Но вы постоянно, успех цеха тоже зависит от постоянной новой модели. Чем лучше вы чуть-чуть модель делаете, тем больше продаж. Еще чуть-чуть модель. Вы постоянно должны быть креативным, постоянно творческим, постоянно совершенствуйте все это, и успех обязательно гарантированно будет. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику. Далее читайте наши книги, посещайте наши тренинги. Добро пожаловать к вашим услугам. Бизнес-наставник из Востока Сайнура Давлатов.